Молодые люди являются самой незащищенной категорией населения, подверженных влиянию терроризма и экстремизма. Распространители черной идеологии, пользуясь эмоциональностью и максимализмом неокрепших умов, вербуют в свои ряды новых людей. Представители антитеррористической комиссии, администрации села, правоохранителей совместно с религиозными деятелями доводят до учеников, что это зло, и бороться с этим нужно комплексно. Нетерпимость молодого человека к устоявшимся социально-политическим взглядам, стремление подрыва моральных устоев и традиций, чаще всего замкнутость и необоснованная ненависть к культурным ценностям народа, вражда на почве религиозной или расовой – это тревожный звонок для родителей, делятся собравшиеся. Оставаться безучастными к жизни ребенка нельзя. Мама и папа обязаны проявлять интерес к его учебе, к новым друзьям и даже хобби. Прививать нормы морали и этики, не забывая информировать их, что такое терроризм и сколько он страданий и горя принес ни в чем не повинным людям. Современная молодежь стоит перед лицом больших перемен, большой неопределенности и неизвестности, что в свою очередь повышает ее тревогу за свое будущее и рождает у нее желание снять эту тревогу, к сожалению, не всегда конструктивными способами. По мнению ученых, экстремизм и терроризм являются звеньями цепочки взаимосвязанных понятий: радикализм, экстремизм, фанатизм, терроризм. Именно молодежь представляет собой группу риска, склонную к агрессивному экстремистским действиям. В ходе профилактической беседы с учениками и их родителями вспомнили ночь с 21 на 22 июня 2004 года, когда банда Шамиля Басаева устроила вооруженное нападение на Назрань, Карабулак и Сунжу. Боевики захватили оружейный склад и посты ДПС, штурмовали здания госучреждений и силовых структур, расстреливали сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей. Всего за одну ночь от рук бандитов погибли 77 человек, ранены были больше сотни. А это утро понедельника, 20 сентября. Студент открыл прицельную стрельбу в Пермском государственном университете. По официальным данным Следственного комитета погибли 6 человек, пострадали 28. Они были ранены при стрельбе или получили травмы при падении из окон. Стрелок Тимур Бекмансуров был ранен при задержании. Он был вооружен дробовиком, тщательно готовил нападение и перед этим подробно описал в социальной сети мотивы своего поступка. Не секрет, что интернет является основной площадкой для вербовки молодых людей. Ответственность могут понести и за обычный лайк, поясняют правоохранители. Фунна вайдали войнахсак любой волжва войнахсага шигер хозгулух тадуалажи вай ворхидя ханденца эздел волшхану таганы войнахсак бусупсак гер тем более харц хамдадали шождас наха зидали шождас зидуалыш волжвасак сбусупсак вас. Нельзя, чтобы худшие дни пройденного обрели жизнь в настоящем. Руководство и учительский состав того или иного образовательного учреждения обязаны быть бдительными и прислушиваться к детям, уверена Мадан Цичоева. Мне очень запомнился один случай, когда мы занимались в другом здании школы. Во время перемены я обратила внимание, что очень человек один с черным пакетом быстро бежит по двору школы и через забор перебегает, но при этом роняет вот этот предмет. Мы позвонили, приехали сотрудники МВД. Ну, это была ложная тревога, но тем не менее сработали все хорошо, и коллектив, и соответствующие органы. По мнению ученицы 11 класса Аси Аздоевой, обезопасить себя от влияния террористов или экстремистов легко и просто. Главное – слушаться родителей. В актовом зале присутствует и отец Аси, Муса Аздоев. По мнению старейшины села, все исходит из дома. Нужно донести до своего чада, что такое хорошо и что такое плохо изначально. Контроль цархули атхарс бабат. Саболш кегжнах бериш понятие юатыш брошюрдеш. А ту брошюрдеште это не скол цайтладар харца хол. Цайтладар это кегдеш хол. А кег был жиште.
تندوشي سنفالو ريال شهر صغد دازنا نس يخردواتش هر يرت إمامش بديشة مولاج الشيء تقيت جدولهم لبوش وهم والي تمودوش آخر داز آخر قام مودوش دالاس يرت إمام ديشة ناخب تصرف يوخج دكتور حلقة أخو اشتاخي سانت أخو تصرف يوخج إشخولري خارس باباتنا خاتو. Учащимся, их родителям, а также персоналу школы вручили информативные памятки и листовки с подробным алгоритмом действий в условиях чрезвычайной ситуации при угрозе осуществления террористического акта. Если угроза поступила по телефону, необходимо, не прерывая данного собеседника, конкретно выслушать, попытаться больше информации взять из телефонного звонка, кто он, женщина, мужчина, примерно какого возраста, откуда поступает, вот, чтобы информации о данном человеке получить как можно больше. Затем самым главным и самым необходимым является спасение человеческой жизни. Ни одна человеческая жизнь не стоит всего этого, поэтому нам нужно в первую очередь эвакуировать учащихся, в первую очередь потом работников школы. Значит, совместно с МЧС мы регулярно проводим занятия с учащимися по эвакуации. Очень хорошие цифры у нас получается. У нас 4 выхода, поэтому получается быстро вывести детей. Антитеррористическая комиссия Малгобекского муниципального района проводит профилактические беседы в связи с трагическими событиями в Перми. Необходимо донести до молодежи, что они являются носителями культуры, передававшейся веками от наших предков, где убийство ни в чем невинных возводилось в несмываемый позор, и за каждое деяние нужно было держать ответ. В пользе этой встречи для учащихся сомневаться не приходится. Все присутствующие с неподдельным интересом и волнением внимательно слушают гостей. Далее, на протяжении всей встречи поднимались различные темы антитеррористической направленности. Интересующие вопросы мог задать любой желающий. Адам Мережков, Магомед Белакиев. Новости 24.